Здравствуйте, друзья! Сегодня мы проведем экскурсию по селу Старосухангулово. Специально для проекта «Пойдем с нами». В 330 километрах от Уфы на берегах реки Белой находится один из районных центров Башкортостана – село Старосухангулово. Основано село было башкирами в конце 80-х годов 18 века, как хутор из нескольких дворов, а назван был в честь вотчинника Субхангула Кильдикеева. Постепенно хутор вырос, а в 50-е годы 19 века разделился на Старосухангулово и Новосухангулово. Сегодня село Старосухангулово знаменито своей природой. Любители водного спорта привлекают быстрые потоки реки Белой, охотников леса, которые занимают почти 90% Бурзянского района. Недалеко от села Старосухангулово разбиты заповедники Башкирский и Шульганташ, национальный парк Башкирии. К памятникам природы относится Каплова пещера, одна из самых крупных карстовых пещер на Южном Урале, в которой сохранилось более 30 рисунков эпохи палеолита. Пещера Шульганташ с рисунками каменного века, единственными в Европе нанесенными красками. Пещера космонавтов, изобилующая вертикальными, горизонтальными и наклонными ходами. Вокруг села Старосухангулово за последние годы было устроено около 10 честных туристических стоянок. Также гости села Старосухангулово могут посетить музей бортового пчеловодства «Пчелиный лес» или съездить к ключам Большой и Малый Обшаг, где водится ручевая форель и европейский хариус. За несколько лет в селе Старосухангулово появился современный дворец культуры с отличной сценической техникой, зрительным залом, современными танцевальными и спортивными залами, библиотекой, комнатой для занятий и служебными кабинетами. Выстроено много сельских домов культуры. В централизованную библиотечную систему входят 23 библиотеки и Центральная районная библиотека. В 2003 году народный ансамбль кураистов «Масинташ» подтвердил свое звание народный. Еще 4 коллективам присвоено это звание. Своеобразной и редкой красотой одарила природа этот уголок Башкортостана. Бурзянский район имеет большой потенциал для развития туризма. Хороший климат, много этнокультурных и исторических наследий. Разнообразие животного и растительного мира позволяет, в свою очередь, развитие разных форм туризма и туристических маршрутов: конно-верхового, пешего, водного, горного, велосипедного, спортивного туризма и этнотуризма.